Делегация, прибывшая на Черноморский берег из столицы России, представила в рамках международной конференции инициативу «Умная цивилизация», которая реализуется с 2020 года и посвящена развитию горизонтальных связей НКО, университетов, инновационных компаний, стран СНГ и БРИКС. Как отметила советник президента Абхазии по науке, председатель Совета молодых ученых Милана Бжания, работа с российскими коллегами ведется уже длительное время. Мы с прошлого года плотно взаимодействуем с коллегами, принимаем участие в работе международного форума, который проходит на базе Российского государственного гуманитарного университета. И в этом году форум также был включен в официальный план председательства России в БРИКС. И данная площадка является также реализацией многочисленных молодежных инициатив, общественных инициатив, помогает различным некоммерческим организациям и ассоциациям получать гранты на совместную деятельность. Наши коллеги помогают нашим молодым специалистам принимать участие в работе международной деятельности, вовлекать нашу молодежь в различные проекты. Также в этом году мы подписали договор о сотрудничестве с коллегами, как Совет молодых ученых при президенте. Также идет плотное сотрудничество с нашим главным университетом, Абхазским государственным университетом. Милана Бжания также анонсировала запуск исследования, призванного изучить и осветить отношение молодежи Абхазии к главному стратегическому партнеру республики. В рамках конференции стороны обсудили возможности более плотного сотрудничества, сферы, в которых онное возможно реализовать, и конкретные проекты, планирующиеся к запуску. Далее директор Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний РГГУ», руководитель проектного офиса АНО «Умная цивилизация» Кирилл Костин, поприветствовав собравшихся, представил инициативу «Умная цивилизация». Мы реализуем международную гуманитарную инициативу «Умная цивилизация», которая посвящена развитию именно гуманитарной инфраструктуры стран БРИКС, но и шире. Почему именно БРИКС? Потому что БРИКС мы видим как, наверное, такая концептуальная площадка для равноправного взаимодействия на принципах уважения, на принципах справедливости. В рамках инициативы существует у нас 3 направления. Первое – это научно-образовательное. В прошлом году у нас был курс дополнительного образования, который закончило 92 человека в РГГУ. Готовая есть магистратура, которая изначально задумана как сетевая и является тоже инструментом как раз развития горизонтальных связей. То есть ведем постоянные исследования. Наша именно специфика является участие общества и третьего некоммерческого сектора в остальных процессах, как по словам Кирилла Костина, в рамках проекта «Умная цивилизация» также есть медийное направление. Например, снимаются док-фильмы о работе НКО и НПО. Также реализовываются форматы интервью и, возможно, получение доп. Образования. И третья часть – это проектная, которая включает в себя и проведение ежегодного футурологического форума. Более того, мы постоянно помогаем регистрировать некоммерческие организации, помогаем участвовать разным некоммерческим организациям в грантах. Далее руководитель департамента международных отношений АНО «Умная цивилизация» Артур Богачев подробнее рассказал о реализуемых проектах. Первое, на чем бы я тоже хотел остановиться среди непосредственно проектов, это исследования. То есть, как Кирилл Олегович уже сказал, мы проводим исследования в области третьего сектора, и у нас уже выпущена достаточно такая объемная монография, в которой мы описываем, как работает третий сектор, как работают некоммерческие неправительственные организации в разных странах мира. Готовится к выходу вторая монография, которая больше будет посвящена работе третьего сектора в странах БРИКС. И в этом году у нас уже вышло 2 замечательных доклада: «Цивилизационный подход. История, теория и практика» и «Роль гуманитарной инфраструктуры в формировании многополярного мира». И гуманитарная инфраструктура это та платформа, это не просто канал коммуникации, это скорее та платформа, которая может послужить установлению, укреплению сотрудничества разных цивилизаций в мире. В ходе встречи участники конференции рассказали о различных программах по выделению грантов, требованиям к проектам и его инициаторам, возможностях получения грантов и о многом другом. Рада Чачава, Рамо Камке, Абхазское телевидение.